Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Власти Якутии утвердили порядок предоставления дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе. Как улучшить демографические показатели, на какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи и какие изменения внесены в законодательство республики, мы узнаем сегодня у нашего гостя студии. Это депутат Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия Алена Атласова. Алена Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, только в этом году, как на федеральном, так и на региональном уровне, были приняты очень серьезные программы по поддержке рождаемости, по поддержке, по улучшению демографической ситуации. Настолько ли ситуация плохая, что понадобились такие серьезные меры поддержки? Начну с того, что год назад майским указом президент страны Владимир Путин определил те стратегические задачи и национальные цели по развитию России до 2024 года. Соответственно, в том числе и устойчивое увеличение и прироста населения. Ну, скажем так, если говорить о цифрах, а статистика, она очень точная по результатам, по статистике Госстата предоставленной, в Российской Федерации идет сокращение численности населения. 86 тысяч человек, это впервые за последние десятилетия. И у нас в республике, конечно, наше население тоже не достигает 1 967 000 человек. И, соответственно, перед нами стоят большие задачи, чтобы устойчивая и была постоянная рождаемость, то есть количество рожденных детей должно быть увеличено. И об этом в своем отчете глава республики Айсен Николаев назвал эти меры поддержки семей, чтобы рождались дети, беспрецедентными. Действительно, таких мер еще не было. И сейчас по национальному проекту демографии есть конкретные целевые показатели, которые мы должны достигнуть в 2024 году, когда проект закончит работу. И, соответственно, целевые показатели по Российской Федерации 1,7 коэффициент рождаемости, а у нас в республике 2,34. То есть практически это говорит о том, что в каждой семье, якутской семье, должно быть 2 или 3 ребенка, не менее. Но если говорить о статистике, все-таки в последние годы ситуация стала улучшаться, рождаемость повышается, даже, может быть, несмотря на эти принятые меры поддержки? Очень много принято мер для того, чтобы поддержать, но, к сожалению, статистика все-таки, есть негативные показатели, хотя наша республика все-таки сохраняет естественный прирост населения. По Дальнему Востоку мы занимаем лидирующую позицию, но последние цифры показывают, что с 2014 года, в 2018 году родилось 13 тысяч детей, и, соответственно, на 3800 детей меньше, чем в 2014 году. То есть надо увеличивать и делать все, чтобы поддержать семьи, чтобы молодые женщины рожали. К сожалению, сейчас фертильный возраст, то есть детородный возраст, вступает женщины поколения 90-х, когда действительно было мало рождалось детей, и сейчас они вступают. И причем я скажу, что молодые мамы не торопятся, скажем так, планировать семью и рожать первых детей. А то, что касается у нас в республике, на 27% больше стало как раз-таки семьи, у кого есть дети, они рожают уже третьих и впоследствии 4-х, 5-х детей. То есть те, у кого уже дети есть, относятся к этому проще и более положительно. Что касается деятельности Госсобрания Илтумен, какие изменения в законах, направленные на поддержку семей, были инициированы именно Госсобранием? У нас в Комитете по делам семьи и детства идет планомерная работа, и в том числе по поддержке многодетных семей. Как я сказала, действительно, они нуждаются в поддержке, и как раз-таки они делают нашу демографию. И, соответственно, мы сейчас совершенно новый закон разработали в нашем комитете, называется «О статусе многодетной семьи Республики Саха-Якутия». Он прошел
первое чтение, поддержан депутатами, спикером Государственного собрания Петром Васильевичем Гоголевым. И сейчас вот он, скорее всего, мы готовим его к принятию во втором окончательном чтении к 18 июня на 8-е пленарное заседание. Сейчас у нас работает межведомственная рабочая группа с правительством Республики Саха-Якутия. И этот новый законопроект, он расширяет круг получателей и расширяет круг многодетных семей. Если вот многодетные семьи, если ребенку исполняется 18 лет, они перестают быть многодетными, а настоящим законопроектом до 23 лет, пока ребенок обучается очно или служит в армии. Соответственно, вот те семьи, у нас их 27 011 семей в Республике Саха-Якутия, их становится на порядок больше. Соответственно, сейчас вот правительственная комиссия вместе с нами, они готовят цифры и находит источники для того, чтобы принять этот законопроект во втором окончательном чтении. А ранее он регулировался у нас законом об охране семьи, материнства, отцовства, детства, который был принят в 2008 году. Действительно, этот закон очень много сделал для того, чтобы поддержать семьи. Ну вот комитет по делам семьи и детства, который вы возглавляете, какие предложения поступают от граждан, от общественных организаций? Действительно, мы народные избранники и работаем конкретно с семьями, с многодетными семьями. И, конечно, от семей поступают конкретные предложения. Мы это рассматриваем и в рабочих группах. Недавно у нас состоялся круглый стол, где практически первым пунктом у нас было вот именно льготы по жилищно-коммунальным услугам, 30%, которые в некоторых регионах уже действуют. И, соответственно, мы сейчас подготовили вот резолюцию круглого стола и направили правительству. И далее ставят вопросы о налоговых преференциях. Конечно, на федеральном уровне приняты очень хорошие льготы, но вот то, что касается регионального и республиканских льгот, то здесь мы предложили той же комиссии рассмотреть именно освобождение многодетной семьи от транспортного налога, то, что мы можем у себя принять. Ну и, конечно, очень много таких вопросов, которые волнуют наши многодетные семьи. И вторым этапом после принятия законопроекта, когда мы расширим уже круг получателей, то мы уже будем приступать именно по поддержке и по помощи именно многодетных семей. Но если оценивать работу муниципалитетов, есть ли какие-то яркие примеры инициативы именно муниципальных властей на месте по поддержке рождаемости? Такое, ну, что говорить о муниципалитетах, то я, конечно, хочу сказать, что большее количество детей и семей проживает у нас в городе Якутске. Соответственно, это у нас есть проблемы с нехваткой школ, детских садов. И в этом направлении необходимо очень много работать. Но то, что сейчас вот действительно идут со стороны муниципалитета реальные, скажем так, решения, да, и я думаю, что в какой-то степени жизнь улучшится. Я хочу сказать об улучшении инфраструктуры земельных участков. Вот на 2019 год предусмотрены 400 миллионов на улучшение инфраструктуры. Ну, представьте, если это Российской Федерации земли выдавали рядом с действительно Ленинградской области или же Московской области, где вся инфраструктура есть, а у нас получается... В чистом поле. В чистом поле, да. И наш муниципалитет, город Якутск, мы сделали депутатский запрос, в том числе вот 400 миллионов, они предусмотрели более 100 миллионов на улучшение как раз инфраструктуры. И я думаю, что необходимо общественности проконтролировать, чтобы действительно эти средства были освоены не только в городе Якутске, но и по всей республике, чтобы обеспечить инфраструктурой земельные участки, которые были выданы многодетным семьям. А скажите, какие меры поддержки реализуются в рамках десятилетия детства в нашей стране?
Десятилетие детства есть действительно серьезные задачи, которые ставит перед нами президент страны, и у нас утверждена программа, курирующей является Министерство молодежной политики. Недавно у нас были правительственный час, когда мы заслушали отчет. К сожалению, мы не были удовлетворены, депутаты народные, тем, что делается. И, конечно, мы направили рекомендации правительству, чтобы все-таки в этом направлении усилить работу. Ну вот скажите, глава страны Владимир Путин инициировал льготы многодетным семьям по налогам на имущество и землю. И вроде как Госдума утвердила этот соответствующий закон. С этого года многодетные семьи уже смогут этим правом воспользоваться. Как в целом повлияет эта ситуация на материальное положение? Много ли будет получателей, скажем так, этой формы поддержки? Ну, действительно, вот касательно вообще исследований, да, то если вот с увеличением семьи и количества детей, к сожалению, вот семья становится, ну, вот приравненной бедной. Соответственно, ну, это иждивенческая нагрузка, надо воспитать, поднимать детей. И если будет в этом отношении и поддержка государства, конечно, семья будет стремиться к тому, чтобы поднять на ноги своих детей, дать образование. В то же время вот то, что по ипотечному кредитованию 5%, это действительно очень хорошие хорошая помощь, которая будет вот с этого года и, соответственно, до конца программы. То есть многодетные семьи могут рассчитывать на эту помощь от государства. Ну вот вы упомянули работу муниципалитетов, в частности города Якутска, по земельным участкам, которые выделялись многодетным семьям, об улучшении инфраструктуры. Какие еще работы ведутся в этом направлении? Потому что земельный вопрос все-таки это наиболее острый вопрос. Земли не хватает, грубо говоря, всем. Какие работы ведутся? Да, ну как оказалось, и как мы видим, что все-таки многодетная семья, когда она вот хочет закрепиться на земле, да, то есть в прошлом году у нас действовал новый закон, который уже закончил свою работу в декабре прошлого года о двойном материнском капитале. Соответственно, семья могла отказаться в пользу денег и вместо земли, получается, вот взять денежные средства. Но как оказалось, что многодетные семьи нуждаются в земле, хотят обустроиться, хотят пустить корни, чтобы эта земля передавалась и детям, и внукам в дальнейшем. Алена Николаевна, я благодарю вас за беседу, желаю вам успехов в вашей работе, ну и, естественно, всем нам улучшения демографической ситуации в республике. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.